Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В студии Алиса Шамба. И в начале выпуска коротко о главных темах дня. Безопасность и качество. Законопроект о туризме, защиту прав туристов, деятельность новой Абхазо-Российской турассоциации обсудили в Гагре. Уникальная находка. Археологи рассказали о результатах экспедиции в горный массив Куджба-Яшта. На защите матери и ребенка в Сухумском роддоме выходили новорожденных весом 730 и 900 граммов. Премьер-министр Александр Анква провел совещание с участием вице-премьера, министра финансов Владимира Делба и начальника УКС Тимура Агрба, посвященное исполнению поручений по объектам, подлежащих строительству, ремонту и реконструкции в 2023 году. Работы на данных объектах финансируются из собственных средств бюджета Республики Абхазия. Всего в перечень включено 73 мероприятия стоимостью 270 миллионов рублей. Премьер-министр поручил Минфину своевременно осуществлять финансирование мероприятий и информировать граждан о проводимых работах, а Управлению капитального строительства исходить из главного критерия – все работы должны быть качественно выполнены. Кроме того, Александр Анква поручил руководителю УКСа в ближайшее время доложить о ситуации по объектам, работы на которых уже ведутся. В Вооруженных силах Абхазии начался летний период обучения. В соответствии с планом подготовки на этот год под руководством начальника Генерального штаба первого заместителя министра обороны Владимира Савченко началась совместная штабная тренировка по управлению вооруженными силами. Характерной особенностью учений является апробация новых форм и способов применения войск в условиях резко изменяющейся обстановки, сообщает пресс-служба Минобороны. Данная тренировка позволяет поддерживать необходимый уровень слаженности в работе по управлению войсками в различной обстановке и является важным этапом подготовки органов управления. В рамках плана мероприятий к 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии руководитель благотворительного фонда «Помним», депутат парламента Леонид Лакербай и сотрудница фонда Ляля Чамагуа, работавшая во время войны в оперативном штабе КНК, побывала в Карачаево-Черкесии и Адыгее. Они посетили семьи добровольцев, отдавших жизнь за свободу Абхазии. Ранее делегация Абхазии побывала в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Также намечены поездки в Чечено-Ингушетию и Южную Осетию. Планируется организовывать встречи с родителями добровольцев из разных регионов России. К сожалению, есть те, кто уже ушел за это время. 30 лет все-таки, к сожалению, немалый срок. Но мы уделили им то внимание, которое должны были уделить. Мы их пригласили всех на отдых к нам туда. И для меня самое главное была реакция этих людей. Вот удивительно просто. Ну, если меня спросить, мы их не очень часто вспоминаем, на мой взгляд, да. Они считают, что мы их часто вспоминаем, и они всем этим очень довольны. Это накладывает на нас очень серьезную ответственность. И вопрос, над которым я начинаю думать, что будет дальше. Кто дальше понесет эту эстафету, потому что есть дети, есть внуки этих людей. Это внимание не должно быть, не должно иметь какого-то срока окончания. К сожалению, да, за этот период уже ушли. Например, в той же Адыгее мы уже не досчитались 3, к сожалению, большому. Но еще раз повторюсь, время. Время, оно, к сожалению, неумолимо. И люди уходят. Вчера вот мы видели родителей, которым уже и под 100 лет, и под 90 лет. И дай Бог им долгих лет жизни. И самое главное, дай Бог нам понимание того, что мы перед ними в вечно неоплатном долгу. Расширенный репортаж о поездке делегации Абхазии в Карачаево-Черкесию и Адыгею. На состоявшихся там встречах смотрите в рубрике «Хамши Пшараяцу» в нашей сегодняшней программе. 4-е сутки поисков Бгеуатгура Витальевича 1997 года рождения не дали никаких результатов.
1,5 десятка сотрудников МЧС обследуют русло реки Бзы в Юбшарском каньоне на 24-м километре автотрассы, ведущей на озеро Вица. В зону поиска выехал заместитель министра по чрезвычайным случаям Нугзар Эмрухба. Спасатели организовывали веревочную переправу на правый берег Бзы. Особое внимание уделялось местам сильного водоворота в русле реки. Уровень воды в ней весьма высокий. Течение стремительное из-за проливных дождей. С этим же связана сильная замутненность самой реки. Все это осложняет работу спасателей. За 4 дня поиска сотрудники МЧС суммарно прошли около 15 километров вдоль русла реки Бзыбь. Поиски в Юбшарском каньоне продолжаются. В Гагре прошел круглый стол на тему «Туризм в Абхазии. Новый уровень безопасности и качества». В рамках мероприятия также состоялась презентация некоммерческого партнерства Абхазо-Российская туристическая ассоциация. Участники обсудили вопросы подготовки законопроекта о туризме, безопасности и защиты прав туристов и деятельность Абхазо-Российской туристической ассоциации. В работе круглого стола приняли участие приглашенные гости из России, депутаты парламента, туроператоры. Подробности в репортаже Али Китрапш. Министр туризма Теймураз Хишба, приветствуя гостей круглого стола, рассказал, какое важное место занимает город Гагра и весь район для туристической индустрии страны. Теймураз Хишба особо подчеркнул, что туризм и индустрия гостеприимства – это отрасли с высокой конкуренцией. И Абхазии необходимо бороться за российских туристов. Для этого нужно максимальное внимание уделять безопасности, качеству услуг от гостевых домов до предприятий общественного питания и такси. Наши основные туристы, безусловно, из России. Выездные потоки, несмотря на введение санкций, растут. Помимо наших соседей, через море, Турцию, открыты направления с прямыми рейсами, хочу подчеркнуть. Россия, Таиланд, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Карибские страны, Куба, Венесуэла, Марокко, Тунис. Наша задача с нарастающим конкурентным потоком сохранить, увеличить туристический поток из России. Не потерять платежеспособного туриста. Сделать это можно только путем формирования конкурентоспособного туристического продукта, постоянно повышая уровень качества сервиса и безопасности. Теймураз Хишба также рассказал, что действующий в стране закон о туристической деятельности не менялся с 2005 года, и он уже устарел. Закон должен отвечать современным требованиям, предъявляемым к туристической сфере деятельности. В ближайшее время в Министерстве туризма будет создана рабочая группа по подготовке законопроекта, которую возглавит сам министр. В нее войдут представители предпринимательского сообщества, депутаты парламента, общественные деятели, эксперты по вопросам туризма, юристы. Планируется привлечь и российских экспертов, имеющих опыт законотворческой деятельности. Министр полагает, что рабочая группа до осени подготовит проект закона, который будет вынесен на широкое обсуждение. Зампредседателя правления Национальной ассоциации туристов, специалист в сфере законодательства о туризме Александр Кудреватых отметил, что закон должен быть актуальным и отвечающим современным реалиям, что позволило бы создать устойчивую нормативную базу на десятилетия вперед. Должен отметить, что очень похоже на те проблемы, которые стоят и перед Абхазией, и перед Россией. Это уже упомянутые регулирование средств размещения, малых средств размещения, кемпинги, глэмпинги, гостевые дома. Это вопрос территориального планирования, инфраструктурных вещей, да? Некое создание уникальных территорий и их регулирования. Но в основе, конечно, стоит безопасность туризма. Да, Дмитрий Викторович сказал, что это основа, и в России точно так же. Приоритет, конечно, должна быть безопасность туризма. Это, мне кажется, если удастся в новом законе достичь этого баланса, инфраструктурных возможностей, поддержка инвесторов, да, и тем не менее сохранение, безусловное качество, высокого качества оказания услуг с обязательным сохранением тех уникальных и природных, историко-культурных частей, которые есть в Абхазии. Если этот баланс будет соблюден, тогда будет тот закон, который позволит долгое время регулировать все необходимые отношения. Участники круглого стола обсудили и тему классификации объектов размещения в Абхазии. Основной поток все-таки потребителей в Абхазии – это потребители из Российской Федерации. Конечно, они уже наработали опыт, они уже наездились, они уже посмотрели мир, они приблизительно понимают, что такое классификация и какой уровень сервиса должен быть им представлен в соответствии звездностью, или короной, или ключами. Поэтому, безусловно, введение вот этой обязательной классификации средств размещения в Абхазии позволит в том числе и привлечь дополнительные потоки туристов из России.
В рамках мероприятия состоялась презентация новой Абхазо-Российской туристической ассоциации. Решением участников круглого стола генеральным директором ассоциации был назначен Тараш Хутаба. Он рассказал, что деятельность ассоциации будет направлена на развитие и продвижение туристических продуктов в республике, внедрение классификации объектов размещения, обеспечение безопасности туристов и соблюдение их прав. Мы, конечно, будем содействовать и помогать создавать закон о туризме. Это самое главное. Как вы знаете, ассоциация, которую Тимур Владимирович уже пересказал, была создана как туристическими предприятиями абхазскими, так и российскими коммерческими объединениями. Членство в ассоциации абсолютно открыто для представителей туристического бизнеса. Деятельность ассоциации будет абсолютно прозрачной, и то есть все смогут наблюдать и видеть всю нашу деятельность. Хутаба также отметил, что при Абхазо-Российской туристической ассоциации планируют создать наблюдательный совет, а возглавить его предложил министру туризма Теймуразу Хишба. Алька Трапш, Абхазское телевидение. На защите матери и ребенка новорожденных весом 730 и 900 граммов выходили в Сухумском роддоме. Это далеко не первый случай, когда абхазские медики спасают недоношенных детей. Подробности в материале пресс-службы Минздрава. Этот малыш родился несколько дней назад с весом 900 граммов. На момент рождения ему было 26 недель. По абхазским законам этот медицинский случай нельзя назвать преждевременными родами. Таковыми в нашей республике считаются малыши, достигшие срока 28 недель. Этот маленький герой весом менее килограмма, выражаясь сухим научным языком, результат позднего выкидыша. Но только не для сотрудников Сухумского родильного дома, в котором таких малышей не в первый раз спасают и выхаживают. Последний месяц у нас было 3 случая, когда рождались дети с низкой массой тела, практически даже с экстремальной. Первый ребеночек был 730 грамм, которого мы здесь застабилизировали и отправили на второй этап выхаживания. Фамилии я не называю, естественно. Следующий ребеночек у нас родился с весом 920 грамм. Также мы его здесь выходили. Он был у нас на аппарате в течение 10 дней. На специальном аппарате, который помогал ему дышать. Это называется неинвазивная ИВЛ. Мы проводили всякого рода лечебные мероприятия. Мы его особым образом кормили, ухаживали за ним особым образом. Третий ребеночек сейчас у нас находится, весит он 900 грамм. Родился он на 26-27 неделе беременности. Женщина поступила с отхождением околоплодных вод. Мы ее в течение недели готовили, стабилизировали состояние ребенка, вводили необходимые препараты для того, чтобы ускорить созревание легочной ткани. Проводили профилактику РДС-синдрома. Среди прочих медикаментов, которые необходимы для спасения жизни таких малышей, препарат сурфактант. Стоимость одной ампулы такого лекарства превышает 36 тысяч рублей. Для начальной стабилизации новорожденному нужно минимум 2 ампулы. Как рассказывают медики, это стало возможным благодаря бесперебойному снабжению родильного дома медикаментами. Руководство республиканской больницы находится в постоянном взаимодействии с Минздравом. Результатом этой работы стало и приобретение дорогостоящего оборудования для медучреждения. Это направление приоритетное для руководства. Оно находится под личным контролем министра здравоохранения Эдуарда Будба. Вы знаете, в нашем учреждении есть все, что нужно для нормальной работы. То есть у нас есть все медикаменты, которые нужны, от самых дорогих начиная. У нас есть, например, Курасурф, который способствует быстрейшему дозреванию легочной ткани. У нас есть все, что нужно для ведения таких беременных. Принять роды у пациентки и привести новорожденного в этот мир – это первый этап спасения. Далее наступает еще более сложный период развития малыша для того, чтобы его можно было вернуть родителям, и он привык дышать и жить без помощи медиков. Этот титанический труд ложится на плечи неонатологов. По нашему законодательству он зарегистрирован как поздний выкидыш.
Вот. Ему на сегодняшний день уже 5-6 сутки. Ну, состояние соответствует сроку и степени. Степень тяжести зависит от срока гестации. Пытаемся его, в общем, не пытаемся, а выходе его на первом этапе, чтобы довести такого ребенка до определенного веса и до определенного уже срока. Вот, нужно будет немало времени, немало сил, физических и материальных, конечно. То есть мы здесь оказываем первый этап, все, что связано с родами, да, вокруг родов, то есть первые 10 дней, а потом, конечно, мы их переводим. Стабилизация состояния таких новорожденных – это первый этап. Для второго этапа их отправляют в Сочи, в перинатальный центр. Медики выражают надежду, что подобное медучреждение будет открыто в нашей республике. Это направление отражено в проекте новой детской больницы, которую планируют построить по соседству с республиканской больницей. В этом месяце в республику приедут российские врачи-психиатры для оказания практической помощи детям подопечным благотворительных фондов. Об этом сообщила министру здравоохранения Эдуарду Бутба уполномоченный по правам ребенка в Абхазии директор КБФ Ашана Мактина Джанджоли. Соответствующая договоренность была достигнута в рамках встречи с уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марией Львовой Беловой. Эдуард Бутба отметил, что Минздрав окажет необходимую помощь в организации акции. В посольстве России в Абхазии состоялась встреча председателя русской общины Абхазии Романа Рязанцева и войскового атамана Черноморского казачьего войска Абхазии, руководителя единого штаба поддержки и помощи Донбассу в Республике Абхазия Вадима Мироненко с советником посольства Александром Шереметом. Обсуждались вопросы текущего состояния русскоязычной общины казачества в Республике Абхазия. 9-летней деятельности единого штаба поддержки и помощи Донбассу, а также вопросы консолидации многочисленных организаций соотечественников, действующих в стране. Об этом сообщает пресс-служба русской общины и Черноморского казачьего войска. Уникальные находки и новые открытия. В Вагу прошла пресс-конференция ученых-археологов. Они рассказали о находках, обнаруженных во время экспедиции в горный массив Кудж-Баяшта. Репортаж Ясма Гуланзе. О существовании дольмена в горном массиве Кудж-Баяшта, являющегося частью Рицинского заповедника, было известно давно. В конце мая Абхазский государственный университет организовал археологическую экспедицию в эту местность. Кудж-Баяшта – это интереснейшее место. Когда находились там, к сожалению, очень многие интересовались не золото ли куджбовцевищем. Сейчас их нет здесь, фактически в Абхазии, живут на территории Турции. О наличии памятников, мегалитических памятников, конкретно дольменов, было давно известно. Это не первая экспедиция наша. В 2004 году была организована управлением историко-культурного наследия под руководством тогда Вадима Ильича Бжаня. Здесь есть ребята, то есть коллеги, которые присутствовали в этой работе. Во время первой экспедиции один дольмен уже был изучен. На этот раз объектом исследования стал второй дольмен. Несмотря на небольшие размеры, в нем было найдено 11 погребений, расположенных по углам. До начала вот этого активного, туристического сезона было проведено, и удачно, я считаю, несмотря на то, что там стоянка была вот этих мастерских, было установлено, что культурный слой не был где-либо не затронут был. Он в разрезе представлял собой этажи вот этих погребений, каждый раз перекрывали каменным панцирным таким слоем, замазывали глиной, так его до конца, до самого дна, до пяточного камня, до которого нам удалось дойти, обследовать. Самой значимой находкой стала статуэтка женщины, сделанная предположительно из камня. У скульптуры прижаты к туловищу руки и ноги, намечены брови. Показали сейчас хуапскую статуэтку, и когда мне показали фотографии Кудж-Баяштинскую, я мгновенно понял, просто не задумываясь, что это самая древняя статуэтка в Абхазии. А это видно сразу с нальта. Не говоря о стилистическом анализе, потому что эта статуэтка, она более стилизованная, более такая примитивная по сравнению
с Хуапской. Эта находка в данном случае, она, конечно, уникальная сама по себе. И хотелось бы, чтобы больше внимания и больше времени мы уделили именно этому факту сегодня, потому что и вопрос датировки здесь стоит. Я не совсем уверен, что вот по тому, что она более в стилизованном таком виде сделана, что именно только поэтому можно ее удревнять. Тут надо хорошо, конечно, изучать и посмотреть аналогичные находки, которые имеются. А в целом, конечно, это мирового масштаба открытия, я считаю. Археологическая экспедиция финансировалась Рицинским реликтовым национальным парком. Что можно сделать на этой территории, если мы будем развивать туризм вот в этом направлении, перегруппировать потоки не только на Гегу и не только на Рицу, но и на Куджбу, какие у нас есть там интересные объекты. И возникла такая идея, опять-таки, обратиться к историкам и дать им такую возможность провести археологические раскопки. Это огромная заслуга, поддержка дирекции в проведении такой археологических исследований. У нас в отделе есть сотрудники и лаборанты, которые активно приняли участие, они оказали помощь в раскопках. Ну, естественно, мы очень рады, что вот такой труд, который с таких усилий стоил, оно увенчалось вот такой находкой и таким успехом. Помимо уникальной статуэтки в дольмене была найдена керамика, в основном небольших параметров – плоскодонная, красная и черная. Я как представитель одной из адыгской нации, адыгской народности, как кабардинец, мне очень приятно слышать и слушать о том, что вы, ученые, на сегодняшний день даете нам возможность соприкоснуться с древней дольменной культурой через вот эти вот находки и узнавать, что было не 100, 200, 300, а несколько тысячелетий назад, до начала зарождения всех современных эпох, всех современных религий, все мировые религии, о которых мы знаем и которым мы следуем, и которые есть у наших народов, они гораздо моложе, чем та культура, что мы вот сегодня говорим, моложе на несколько тысячелетий, и современная культура есть историческое продолжение той культуры. Уникальную статуэтку подарят Абхазскому государственному музею. Ученые надеются, что исследования местности будут продолжены. Ведь здесь, скорее всего, находятся и другие дольмены. Эсма Гуланце, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Комиссия по государственной премии имени Гуля в области литературы, искусства и архитектуры сообщает о продлении конкурса на соискание премии до 1 июля. На конкурс допускаются произведения, увидевшие свет в 2020-2022 годах. Заявки принимаются по адресу: город Сухум, улица Званба, 9. В Доме Москвы определили победителей конкурса на лучшую работу, посвященную личности и творчеству Александра Пушкина в рамках Дня русского языка, который ежегодно отмечается 6 июня, в день рождения поэта. В финал конкурса вышли 4 скульптуры из пластилина и 12 живописных работ. Победители были определены путем тайного голосования. В номинации «Скульптура лучшей работы» признана композиция «Старик и рыбка» Эдуарда Тарасяна, в номинации «Живопись» работа Татьяна Сария Аргун по мотивам романа Евгения Онегин. Победителям и всем участникам финала вручили грамоты и памятные подарки. В Сухуме в районе турбазы открылся новый центр обслуживания А-Мобайл. Теперь у жителей и гостей турбазы есть возможность напрямую обратиться за помощью к специалистам компании, пополнить баланс не только мобильной связи, но и домашнего интернета, сделать денежный перевод в Россию и Турцию, выпить кофе и даже сходить на шопинг. На открытии нового офиса была Сария Кварацхелия. А-Мобайл теперь еще ближе и доступнее. Фуршет, музыка, цветочные композиции, абхазские напевы. На турбазе состоялось торжественное открытие нового центра обслуживания А-Мобайл.
Теперь у жителей и гостей турбазы есть возможность напрямую обратиться за помощью к специалистам компании, пополнить баланс не только мобильной связи, но и домашнего интернета, сделать перевод в Россию и Турцию, выпить кофе и даже сходить на шопинг. Недавно вышла новая коллекция летнего мерча А-Мобайл с национальными мотивами. Открытие офиса ждали мы очень долго, но и жители турбазы тоже ждали. Теперь наши абоненты смогут воспользоваться нашими услугами в своем районе. Денежные переводы, страхование, консультация, техподдержка – это самый маленький перечень тех услуг, которые мы предоставляем в офисах. Мы стараемся идти в ногу со временем, всегда открыты новым идеям, улучшаем и развиваем наш сервис. Помимо нового центра, А-Мобайл выпустил новый тариф Vibe. Vibe – это удобный и гибкий тариф, который каждый сможет подогнать под себя и свои потребности. Выбрать нужное количество гигабайт, минут и смс, а также получить дополнительную скидку по промокоду для новых пользователей. Мы очень любим своих абонентов и хотим, чтобы у них было все самое лучшее, лучшие тарифы и лучшие условия. Наш новый тариф – это для целеустремленных и свободных личностей, которые сами знают, что им нужно, и сами решают, сколько мегабайт, смс и минут будет в их тарифе. Ждем всех в нашем новом офисе на турбазе и надеемся, что с хорошим вайбом. Это не просто открытие очередного центра обслуживания А-Мобайл. Это память об идейном вдохновителе и наставнике компании Евгении Паланте. Сотрудникам до сих пор тяжело говорить в прошедшем времени о человеке, который стоял у истоков становления А-Мобайла. Ведь во многом благодаря его талантливому руководству и острому уму А-Мобайл стала процветающей, полезной и востребованной. 7 лет подряд искали офис в этом районе. И у нас это не получалось. Мы готовы были платить любую аренду, но помещения, которые нам предлагали, они никогда не соответствовали тем требованиям, которые мы хотели бы видеть. Вот. Я помню, лет 5 назад, когда здесь открыли лавашную, Евгений Яковлевич, здесь была хорошая лавашная, все сухумчане сюда ходили, покупали ее. Вот я помню, вот у нас состоялся разговор, и он так сожалел о том, что мы не успели вот именно вот это помещение взять в аренду. И я помню, что он как-то сказал: Борис, постарайтесь не пропустить, если вдруг что-то произойдет и это помещение освободится, то надо обязательно сюда прийти, потому что это важно. И уже когда после его смерти мы где-то через 4-5 месяцев сообщили о том, что это помещение сдается в аренду, конечно же, мы не стали много думать и совещаться, и приняли решение, что мы должны открыть офис в этом месте. Для нас это имеет действительно значение, потому что мы сегодня за последние 3 года, учитывая все те события, которые произошли в компании, как никогда уверены в том, что мы делаем, как никогда мы видим вектор нашего развития, мы видим и знаем, как будем развивать в дальнейшем телеком услуги, которые представляем в компании. Поэтому открытие офиса – это символ того, что компания Мобайл продолжает развиваться дальше. Поздравили с открытием новой локации жители турбазы, партнеры и друзья компании. А Мобайл уже 11 лет является надежным партнером КБФ «Ашана». Директор фонда Максина Джинджоли отметила, что здесь всегда открыты к любым вопросам сотрудничества в делах срочных сборов на лечение детей и других социальных инициатив. Компания Mobile – это одна из тех организаций, которая, несмотря на разные периоды сложности, всегда поддерживала и поддерживает фонд. И сегодня я очень рада такому событию, что открылся очередной 14-й по счету офис обслуживания компании. Желаю компании процветания, расширения, благодарных абонентов. И чем больше возможностей будет у компании, я уверена, тем больше социальных проектов они будут поддерживать. Новый центр не похож на остальные. Современный дизайн, интересные решения, дополнительные зоны для удобства клиентов. Впереди много планов и целей, которые команда намерена достигать так же красиво, как открытие этого нового офиса на турбазе. Красный бренд обещает много проектов и интересных коллабораций. Сария Кварцхеля, Заур Кварчи, Абхазское телевидение. Часть Сухума 8 июня останется без света. Как сообщает Черноморэнерго, с 10 часов утра до 15 часов из-за ремонтных работ отключат подстанцию Епит. И в завершении выпуска традиционно о погоде.
По сообщению Гидромедцентра, в четверг, 8 июня, на территории Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 14-19, днем 24-29. Температура морской воды плюс 19. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь, а абхазское телевидение продолжает свою работу.